Сегодня мы снова в точке баланса. Это место притягивает пьянящим ароматом и качественным обслуживанием. Сюда хочется возвращаться вновь и вновь. Точка баланса стала ближе. Теперь один из самых лучших спа-салонов находится по адресу Карла Маркса, 4. Что может быть лучше побаловать себя и свое тело роскошным уходом и спа-процедурами. Русский театр продолжает радовать своими спектаклями. 22 ноября пройдет спектакль «Последний», а 23-го – сказка «Три поросенка». Здорово, что каждую неделю выходят интересные премьеры. С 20 ноября будет третья часть нашумевшего блокбастера «Голодные игры». Только она может нам помочь. У нее не хватит на это сил. Игры сломали ее. Ей надо напомнить, кто враг. Пусть посмотрит на Дистрикт 12. Они идут, Китнис. Они убьют всех. К утру вас всех убьют! Мисс Эверден, приготовьтесь заплатить самую страшную цену. Я обращаюсь к президенту снова. Если сгорим мы, то вместе с вами. Ватю кафе продолжает тему нарского эпоса. В эту пятницу пройдет лекция на тему «Образ Нарта Шердона». А еще я знаю, как ты любишь жанр документалистики. Как раз в это воскресенье они будут смотреть фильм в этом жанре, а после обсуждать. А сегодня, Тома, в комеди-баре «Подвал» пройдет вечеринка в стиле Comedy Club. Нам и всем любителям живого юмора нужно обязательно туда пойти. Давненько мы с тобой не ходили на концерты. Как раз 25 ноября в Сугу пройдет концерт Миланы Томаевой. Наверное, будет интересно. Очень интересная новость из клубной жизни. Каждую пятницу в клубе 49 будет девичник. Девочкам вход бесплатный. На этих выходных во Дворце спорта «Манеж» открывается выставка «Православная Осетия». Но для тех, кто не успел побывать на выставке «Реабилитация красоты» в музее Туганова, спешите, она продлится только до конца этой недели. В арт-клубе Infinity на этой неделе насыщенная программа. В пятницу с сольным концертом выступит Есниэль Наварро. Ну а в субботу настоящий рок-концерт от группы Голди. Шалва Домбаев известен больше как Шалико, оператор и режиссер. Первый фильм снял на телефон. Любимое блюдо – уалибах. Отдыхает там, где его друзья. Считает, что хорошее кино спасет мир. Сегодня в гостях у видеоафиши молодой, талантливый оператор и режиссер Шалва Домбаев. Привет, Шалва, приятно тебя видеть у нас в гостях. Привет, Артем, привет, Тома. И такой вот первый вопрос. Насколько я знаю, ты заканчивал журфак, потом работал оператором. Расскажи, пожалуйста, как тебя затянуло в режиссуру? В принципе, я просто взял камеру, там все такое красивое, много всего блестело, и в какой-то момент, это было в курсе на 3-м, я понял, что мне не очень нравится снимать сюжеты, потому что я не управляю тем, что происходит. И я тогда решил попробовать сделать что-то свое. И попробовал, сделал. С тех пор было на самом деле не очень много того, что я снимал именно как режиссер, в основном как оператор, новости и прочее. Но то, что сделал, мне доставляло удовольствие даже не результат, а сам процесс. То есть мне нравится снимать. Недавно ты повез свой проект на Машук. Расскажи поподробнее, что это за проект, его цели, суть и как прошел форум. Проект был придуман не только мной, он был придуман достаточно давно. Выпустили несколько продуктов, роликов, пропагандирующие аскинский язык, пропагандирующих. И как-то все утихло. В итоге я пообщался с друзьями, которые занимались этим когда-то давно, мы вместе занимались, и говорю, давайте я попробую осуществить то, что мы когда-то придумали, и дать какой-то толчок, то есть не остановиться на месте, а продолжить развиваться. Мне сказали, крутая идея, молодец, давай в бой. Поехал в бой, то есть на Машук. Проект понравился экспертам, то есть я показал то, что уже делали
показал какие-то, рассказал о каких-то планах в будущем. В итоге получил хорошие баллы, а потом неожиданно увидел свою фамилию в списке победителей. Также со мной был мой друг Тимур Темуров, который тоже у него тоже был проект видеосъемка. И мы выиграли не те суммы, которые мы хотели, и мы поняли, мы в принципе давно дружим и работали вместе много раз, и мы поняли, что сами мы не осуществим эти проекты по отдельности. Мы решили объединиться и развивать оба проекта. То есть его проект и мой проект, они в принципе оба проекта, это видеосъемка. Мы помогаем друг другу со съемкой, с монтажом, с идеями, то есть общаемся, мозговой штурм всегда одна голова хорошо, а две лучше. И сейчас мы занимаемся тем, что готовим то, на что нам в принципе дали грант. То есть мы хотим это сделать максимально хорошо, чтобы остаться самими довольными, и чтобы люди сказали, что вот, молодцы ребята, сделали что-то красивое, мне понравилось. Шалва, расскажи, пожалуйста, какова, на твой взгляд, основная цель режиссера? Мне кажется, что режиссер, если говорить о социальной рекламе, то цель режиссера не научить человека чему-нибудь, а привлечь внимание к проблеме. И человек сам для себя сделает выводы, потому что учение есть в школе, посредством рекламы, телевидения или интернета очень трудно заставить человека смотреть то, что ему претит. Поэтому надо понравиться человеку, как социальная реклама режиссера. Но если говорить о художественном, то, в принципе, я не знаю в художественном кино, какая цель может быть. Потому что, на мой взгляд, цель сделать то, что тебе потом понравится. Ты снял несколько короткометражных фильмов, социальную рекламу, готовишь под свой проект, скоро съемки нового фильма. А что дальше? Расскажи о том, что ты планируешь в будущем, что бы ты хотел. Социальные проблемы – это не то, чем я хочу заниматься. То есть социальная реклама, просто есть какие-то продукты, которые, мне кажется, понравятся людям, они оценят, и что-то поменяется в сознании. На этом закон, то есть я не вижу себя как пророка, который будет рассказывать людям, как им поступать, что им любить, что не любить. Социальная реклама должна именно это приучать. А как режиссер, или как оператор, или как монтажер, то есть я бы поработал как кто угодно, как человек, который чьи-делка. Вот. Я бы поработал с хорошими режиссерами там, в том же Голливуде, просто посмотреть, как они работают, чтобы нахвататься в них всяких полезных вещей, которые мне, в принципе, пригодятся в жизни. Если бы тебе удалось попасть в Голливуд, то с кем из режиссеров ты бы хотел поработать? Я бы поработал с Тарантино. Мне кажется, это крутой режиссер. Он делает что-то, что ему в первую очередь нравится. А того, что он это делает вот со всей душой и качественно, это нравится и миллионам людей. Есть, конечно, сложные режиссеры, есть режиссеры непонятные. Я не стремлюсь к чему-то вот артхаусному. Что-нибудь такое прикольненькое. Расскажи, пожалуйста, про свои любимые места. Где любишь отдыхать, где любишь гулять? Любимое место – это вот часть города, я не знаю, как историческая, наверное, часть. Улицы Горького, Ленина, Маяковского. Вот этот райончик такой, Тамаева, где немного машин, узкие улочки, мало людей. И, в принципе, никто не отвлекает ничего. Можно там походить, подумать о чем-нибудь. Если бы тебе представилась возможность встретиться с любым человеком, когда-либо жившим на Земле, с кем бы ты встретился и о чем бы с ним поговорил? С Иисусом бы встретился. Спросил бы, это того стоило просто. Не знаю. С другими бы не хотел встречаться. Спасибо, Шалва, за интересное интервью. Надеюсь, что ты покоришь скоро Голливуд и все твои мечты сбудутся.
Спасибо вам за общение, рад был вас увидеть. Спасибо за пожелания и, в принципе, за приятную беседу. Пока.